В Якутске сложилась критическая ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов с кварталов неблагоустроенного и частично благоустроенного жилого фонда. Согласно новому закону, с января 2019 года вывозом мусора занимается специализированная организация «Региональный оператор». В столице это предприятие Якутской Кассетии, которое в одностороннем порядке расторгло публичный договор с собственниками жилых помещений из неблагоустроенного жилого фонда. Якутская Кассетия мусор не вывозил весь октябрь, получается, да, И у меня вот окна как раз выходят на мусор. И вместо того, чтобы видеть чистую картину, вижу постоянно гору мусора. По новым правилам основная часть тарифа отводится под транспортировку мусора, но при этом не учитывается специфика региона, в том числе климатические условия. На встрече с жителями Старой Табаги глава города разъяснила причину возникновения проблемы. Проблема мерзлых бытовых отходов. Дело в том, что когда на уровне Российской Федерации принимали нормативы, никто нас, северян, не учитывает, что мы, во-первых, живем в таких климатических условиях, а во-вторых, что у нас очень много неблагоустроенного фонда. Когда мы с вами не в состоянии отделить жидкие бытовые отходы и твердые коммунальные отходы, да, у нас с вами это мерзлые бытовые отходы, которых тарифа такого нет вообще, и тариф установить не могут. И поэтому сейчас мы разговариваем с региональным оператором. Дело новое. Во-первых, такого опыта вообще по Российской Федерации нет. Это только у нас в Якутии, ну и еще дальше там, да, есть такая проблема. Поэтому мы сейчас с этим разберемся. Дайте нам немножко времени. В обязанности муниципальной власти входит оборудование специальных площадок, с которых производится вывоз мусора, но никак не организация процесса вывоза. В данное время вывозом отходов из кварталов, которые не обслуживаются региональным оператором, вынужденно занимается МУП «Жилкомсервис». При этом муниципальное предприятие вывозит городской мусор за счет собственных средств. Это порядка 7 сотен домов. Это колоссальное количество жителей, которые сегодня обращаются к нам в сети, Инстаграм, посредством социальных сетей, с требованием, жалобами о вывозе мусора. Мы сегодня с вами должны знать, что Жилкомсервис и частные компании, которые ранее занимались вывозом мусора и к которому наши жители привыкли, они уступили место единому центру, региональному оператору на территории города Якутска, это ООО «Якутская Кассетия». Что делаем в сложившейся ситуации? Справляемся с этими трудностями. Город сегодня помогает неблагоустроенному и частично благоустроенному фонду убрать скопившиеся более чем за месяц отходы. Самый большой неблагоустроенный жилой фонд находится на обслуживании управляющей компании «Юнион». Управляющая компания также входит в ситуацию и находит компромиссные решения выхода из проблемы. Весь город, весь наш фонд – это ужас просто, сколько там мусора везде сейчас стало. Теперь мы с Жилкомсервисом в усиленном режиме, сейчас каждый день будет техника работать, весь этот мусор будем убирать. Получить комментарий у директора Якутской Кассетии Владислава Сазонова не удалось. Свою позицию по сложившейся ситуации он обозначил на еженедельной планерке мэра. Техника самосвальная погрузочная, она не предусмотрена. Соответственно, региональный оператор данные расходы не сможет компенсировать себе. И в связи с этим мы направляли письмо предварительно окружной администрации, уведомляли ее. Это было сделано вынужденно, то есть не потому, что регоператор так захотел. Уведомление окружной администрации не является уведомлением должным и надлежащим уведомлением, другой стороны договора. Мы не являемся другой стороной договора. В том числе в письме мы указывали, мы в принципе не против. Твердые коммунальные отходы, если будет организована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов раздельно. И когда я говорила, Владислав Владимирович, о том, что мы будем вывозить мерзлые бытовые отходы, но вы должны будете Жилкомсервису часть в части твердых коммунальных отходов компенсировать, вы были со мной согласны. В данном случае мы Жилкомсервису отпускаем топливо. Вы отпускаете топливо в долг, не путайте одно с другим. У нас других источников пока нет, к сожалению. Поэтому не надо бравировать тем, что вы Жилкомсервису отпускаете топливо. Не надо. Это разные вещи. Сардана Аксентьева поручила уведомить курирующие органы исполнительной власти о том, что региональный оператор в одностороннем порядке расторг публичный договор с собственниками жилых помещений из неблагоустроенного жилого фонда, тем самым нарушая действующие нормы законодательства Российской Федерации. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ.